Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку. Отсыпочку глазами мужчины. Загадайте мужчину, и пусть он расскажет своими глазами, своими словами, какой он вас видит, кто вы для него, кто вы в его жизни. Такой вот будет небольшой эксперимент, да? Попросим именно мужчину рассказать о вас, о его эмоциях, о чувствах и о том, какой он вас видит. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте, пожалуйста, на себя, на мужчину загадайте. Представьте мужчину, назовите по имени, обратитесь мысленно либо вслух к нему и попросите, чтобы он рассказал о вас. Вот какой он вас видит, какой он вас ощущает. Итак, мои хорошие, я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Как интересно. Ой, как интересно. Мои хорошие, у него к вам бабочки. Бабочки летают, порхают и не только в животе, но и в голове, но и в сердце. Не знаю, он такой счастливый пришел на эту отсыпочку. То ли вы недавно встречались, то ли вы недавно общались, то ли он просматривал какие-то ваши фотографии. Он такой прям счастливый. Видите, бабочки повыходили. Крупная такая бабочка еще вышла. Здесь бабочки. Прям на пике счастья находится, на пике эмоций, вот как мы его подловили с вами, да? Счастлив вам, счастлив тому, что он с вами знаком, и счастлив тому, что между вами либо намечается, либо уже конкретно происходит. Какой он видит вас, родной он видит вас. Видите, два человека как будто бы проросли в друг друга. Высшая степень родства души и сердца. Вы его родная женщина, вот какая родная, самая близкая. С вами какой-то идеальный контакт. Вы друг друга, скорее всего, без слов понимаете, либо умеете читать мысли друг друга, либо у вас все в одном направлении двигается. Да? Вам даже не нужно угадывать, потому что вы одинаково воспринимаете жизнь. Да? Одинаково умеете радоваться, одинаково умеете веселиться, одинаково умеете грустить. Да? Вот планы одинаковые на жизнь. Прям родная. Он говорит, она моя родная. Она — это я, а я — это она. Да, вот как-то так вас видит. Самая родная женщина за всю его жизнь. Роднее, чем мама. Конечно, для многих это прозвучит кощунственно, но мужчина так считает. И он имеет право так считать, потому что он это чувствует. Ну, понятно, что мама родной человек, но с мамой нельзя делиться какими-то определенными вещами, да. С мамой нельзя испытывать какие-то определенные запредельные чувства. А вот с вами можно. Вот так вот. Так что если что, не обижайтесь. И, в принципе, он имеет право так думать. И если это его ощущение, то это шикарное ощущение. Девочки, мне кажется, что вы его прям за самое живое, основное задели. Не просто задели, вы как будто бы в нем проросли. Скорее всего, и вы такое чувствуете, да? Потому что если бы у вас не было к нему чувств, то, скорее всего, вы бы не смотрели эту отсыпку, да, и, скорее всего, бы вам это все было неинтересно. Родная, вы родной человек. Вообще тут близнецы, видите? Ну, родные люди. Какой он вас видит? Шикарный. Он видит вас шикарный. Он вами восхищается. Еще мне идет, что он как-то вами гордится. Уж не знаю, может быть, вы очень успешная девушка, успешная женщина, может быть, у вас карьера, работа, бизнес, может быть, вы соцсети ведете, да, у вас много подписчиков, вы для них как гуру, наставник, образец, да, может быть, вы какие-то обзоры делаете, может быть, вы очень многого добились по карьерной лестнице, может, многого добились в собственном деле, бизнесе. Да, он видит вас очень успешной, и он вами гордится, вот реально гордится. И говорит, вот у всех женщины как женщина, а у меня вот такая идеальная, супер успешная, супер самостоятельная, независимая,
ему очень приятно о вас говорить. Допустим, если они там с мужиками встречаются, с друзьями встречаются и начинают разговаривать за женщину, то он всегда говорит: а вот моя самая лучшая, а вот моя самая успешная, вот смотрите, какая красавица, смотрите, какая популярная, смотрите, какая известная. То есть мне идет, что он еще вами хвастается. Может быть, даже в семье он вами хвастается. Приходит там к маме с папой и начинает про вас рассказывать, какая вы крутая, какая вы замечательная. Но это его честное чувство, да, вот гордость, за вас прям гордость берет. Да вообще гордость берет за то, что, во-первых, вы такая необыкновенная, а во-вторых, что вы такая необыкновенная, на него внимание обратили. Значит, он тоже необыкновенный, да? Вы же бы не стали там общаться и любить какого-то неудачника, либо мужчину, который не соответствует, недостоин, да? А тут все сошлось. Еще он видит вас не по годам умной, разумной, грамотной. Опять же, тут больше, наверное, идет речь об интеллекте вашем, да, об вашем уровне IQ. То есть умная женщина, не по годам умная, и какая-то особая мудрость, умение читать между строк, умение извлекать какую-то особую информацию, информация, которая другим людям недоступна. Скорее всего, и ему не всегда доступна, но вы это умеете. Он с интересом слушает то, что вы говорите, и ему всегда интересно ваше мнение, потому что он считается с вашим мнением и считает его, ваше мнение считает прям на уровне там закона, да, потому что вы грамотная. Возможно, да, у вас образование, возможно, вы начитанная, грамотная женщина, возможно, вы постоянно обучаетесь, развиваетесь. Он это видит, он это принимает, и он этому рад. Ему это нравится, потому что очень много мудрых мыслей, мудрых подсказок, советов, видения, да, каких-то проблем и ситуаций он взял от вас. Скорее всего, он любит с вами пообсуждать, может быть, политику, экономику, какие-то там бизнес-решения, да, потому что вы всегда говорите вот как оно есть, простыми словами говорите о сложном. Вот, с вами очень комфортно в этом плане. И опять же, мне еще идет вот какой-то перекос, что вы можете с ним читать одну и ту же книгу, и он половину вот либо не запомнит, либо не поймет, а вы прям от корки до корки можете пересказать. Причем пересказать очень доступно и очень понятно. Да, это какой-то особый дар, особый талант вникать в суть вещей. Так, еще он видит, что вы невероятно сексуально привлекательная. Да. Даже если вы скромная девушка, даже если вы там, не оголяетесь, если у вас там достаточно скромный, закрытый гардероб, да, он все равно видит, какие флюиды, какую энергетику вы распространяете. И он видит реакцию других мужчин на вас. Здесь, конечно, с одной стороны, да, он сам к вам горит, и это невероятно щекочет ему нервы. А с другой стороны, это пробуждает какую-то прям звериную ревность. И он такой: всех порву. Кто к ней подойдет, всех порву. Щекочете вы ему нервную систему. Это его будоражит. Это его, знаете, вот прям в каком-то постоянном напряжении держит. Ему это нравится. Он чувствует себя живым. Он чувствует себя нужным, важным, тем, кто может что-то сделать, решить, да, вот там джентльмен, пойти там за любимую девушку побороться, там вызвать на дуэль, либо просто кому-то морду начистить, либо кому-то сказать: не лезь, моя, да, гордо сказать: это моя женщина, да, вот такие моменты. Но как бы ревность, конечно, с ней лучше не играть. Обычно патологические ревнивцы, они очень нестабильные люди, и с ними, в принципе, опасно. Вот. Вы там сами контролируете, если там что-то прям серьезное будет происходить, да, либо доходить до какого-то серьезного уровня ревности, то тут, конечно, лучше с этим работать. Я не знаю, психологи, психоаналитики, психотерапевты, да, все это нужно, конечно, убирать. Но пока я не вижу, чтобы вам это грозило. Я вижу, что это щекочет ему нервную систему. Вот. И ему как бы это нравится. И, возможно, вам нравится. Возможно, вы тоже иногда такая еще кокеточка, да, его провоцируете. И он такой: не буди в папе зверя, да, или какие-то такие слова он говорит, как заводит вас. Так, что еще он видит в вас? Видит, что вы очень контактная, общительная,
что вы очень легко сходитесь с людьми, очень легко заводите контакты. То есть вам легко с кем-то подойти, познакомиться, разговориться, подружиться, договориться с кем-то. Да? И он такой, блин, как она это делает? Ну как она это делает? Вот он так не умеет. Нет, ему это не дано. Всегда вот с восхищением смотрит, когда вы с кем-то общаетесь, там, когда новые люди в компании появляются. И он такой, блин, ну моя девочка, да, моя шикарная девочка. Так, еще. Вот тут показано, что ему не нравится. Ему не нравится, что вы слишком уж сильно, самостоятельно и независимо. Его это обижает. Ему явно очень хочется быть мужчиной рядом с вами. Ему хочется брать на себя ответственность, ему хочется решать, ему хочется вас оберегать и защищать. А вы ему это делать не даете. Вы его буквально по рукам бьете и говорите, не лезь, да, я сама решу, я сама договорюсь, я сама знаю, как правильно. Вы не замечаете. Может быть, вы действительно демонстративно показываете, что вот мне не нужен папик, да, мне не нужен там защитник, я и сама могу. То есть не хотите быть ему обузой. Но с другой стороны, этот мужчина, он хочет защищать, он хочет решать, он хочет доказывать каждый раз, что он берет ответственность не только за себя, но и за вас. Вот здесь какой-то спорный момент, но я думаю, что вам просто нужно это все проговорить с мужчиной, может быть, даже о чем-то договориться, и это не будет такой помехой, либо это не будет камнем преткновения. Хотя, если вы по характеру действительно бунтарка, если вы действительно все привыкли всегда делать и решать сама, то вам все-таки придется, да, вот это все обсуждать и приходить к единому знаменателю. Еще ему не нравится, что вы как-то сторонитесь от его то ли семьи, то ли родни, то ли родственников, друзей, то ли не воспринимаете, то ли вы еще не готовы к какому-то плотному общению, там, не знаю, знакомству. Ну, может быть, это начало отношений. Он такой, ну, типа, пошли там с родителями знакомиться. И вы такая, ну, давай не сейчас, да, давай не сегодня. Мне нужно время, мне нужно подготовиться. Может быть, вам не нравятся его друзья, да. Может быть, вы уже знакомы с его семьей, и, ну, как бы люди вам не эмпатичны. Может быть, эти люди, они как-то холодно восприняли, либо наоборот как-то, знаете, вот оценивающе. И вы не стремитесь к тому, чтобы поддерживать отношения, ну, либо действительно не готовы, да, не лучшее время. Ему это тоже не нравится. Ну-то ему прям и хотелось, и казалось, что вы там также полюбите его родителей, как он их сам любит, и друзей примете как родных. Но вы этого не сделали, да. И он такой, ну странно, почему она так себя ведет? Но я думаю, есть на то причина, просто вы должны ему честно, объективно об этом сказать. Потому что сейчас он просто думает, что у вас какая-то гордыня, и вы просто брезгуете общаться с его друзьями, либо с его родителями. Вот, это как бы не очень хорошо. Так, и еще мужчине не нравится то, что вы с каким-то бывшим общаетесь. Ну вот общение есть, да, вот бывший мужчина, бывший парень, либо у вас какой-то друг, которого он считает вашим бывшим, и он такой, блин, если она с ним общается, значит, там не все как выгорело, да, значит, она может в любой момент вернуться, может, они там по дружбе, по старой памяти иногда не только общаются, но еще что-то другое делают, да, вот такие мысли. Но это даже не ревность, и это не чувство собственника, это просто неуверенность в себе, скорее всего, да, с ним такие шутки играют. Так, чего бы он хотел? Совместной жизни, совместного счастья, каких-то совместных действий, поездок, времяпрепровождения. Вот жить одной семьей, жить одним домом. Вот этого бы он очень хотел. Можно даже сказать, что он к этому прям тянется, стремится. И, скорее всего, он вам скоро будет это предлагать. Почему я так думаю? Да потому что он сейчас занят тем, чтобы какую-то денежную сумму собрать, в эту денежную сумму аккумулировать, да, и пустить на то, чтобы, допустим, там, снять хорошую квартиру, либо приобрести квартиру, чтобы там все обставить красиво, чтобы как обеспечить быт, да, вот к этому стремиться. Ему хочется жить на
как общей территории, да, ему не хочется, например, жить у вас, если у вас есть квартира, и ему не хочется жить у него, если у него есть квартира, ему хочется какую-то нейтральную общую территорию, да, вот туда, ему кажется, что так будет правильно, может быть, у него опыт какой-то есть в этом, а может быть, я не знаю, какая-то установка у него в жизни. Почему-то хочется общей территории и хочется чего-то особенного, такого, знаете, прям крутого, чтобы там хороший был вид, да, чтобы хороший ремонт, да, чтобы все современное, такое прям, знаете, дорого-богато, да. Вот этого хочется. Он видит вас именно в такой обстановке. Ну, может быть, также, чтобы особо там к вам никто не ходил, и чтобы к нему особо никто не ходил, да, чтобы лишних людей не было. Что вообще хочется с вами куда-то убежать, да, и жить в какой-то местности, где про вас никто ничего не знает. Опять же, вы все разные. У кого-то отыграется, что кто-то из вас не свободен. Почему я так говорю? Потому что здесь очень много людей в этой отсыпке, лишних людей, которые беспокоят вас, которые беспокоят его. Вот. Возможно, что вы не свободны, возможно, что он не свободен. Но опять же, может быть, и все вы свободны, но родственники, друзья занимают прям львиное место в жизни каждого из вас. То есть у мужчины там семья, родственники, друзья, и у вас также, да. И вас это напрягает, и его это напрягает, ну, как бы лишнее, да, лишние люди, и люди, которые действительно либо косвенно, либо прямо вообще влияют на ваши отношения. Так, еще мужчина говорит о том, что он видит в вас свою судьбу. И буквально в этой отсыпке он говорит, что вы именно та женщина, которую он искал и ждал всю жизнь. И если вы ему скажете «да», то есть согласитесь быть с ним вместе, проживать вместе, не знаю, выйти за него замуж, то он станет самым счастливым человеком в мире. И он будет делать все для того, чтобы вы никогда не пожалели о том, что выбрали его, о том, что согласились быть его женщиной, да, быть его женой. Ну, это такая красивая романтика, но мужчина намерен все это воплотить в жизнь. Да, может быть, у вас вот конфетно-букетный период только начался, либо у вас какие-то запретные отношения, как я уже говорила, и его прям так сильно тянет, он говорит, вот я все для тебя сделаю, мы будем самыми счастливыми, мы там будем идеальной семьей, да, ты моя женщина, я твой мужчина, мы вот одно целое, вот прям в эйфории находится. Этот мужчина в эйфории. И еще вы имеете над ним какую-то колоссальную власть и влияние. От вас зависит, либо этот мужчина счастлив, либо он абсолютно раздражен, груб и агрессивен. Как-то вы на него так влияете, воздействуете, вот из крайности в крайность перетекает, из крайности в крайность. Либо он в состоянии счастливого, либо в состоянии несчастного, да, причем с него прям искры летят, раздражение идет. Вы умеете на него влиять. Возможно, вы еще до конца не определились, как вот выйти на эту золотую середину, но, тем не менее, влияние идет колоссальное. Никто и никогда на него так сильно не влиял, а именно вы на него влияете. Девочки, ну, судя по этой отсыпке, он влюблен по уши, он любит, он мечтает, он желает, и он готов на многое пойти, да, лишь бы с вами быть. Ну и также я вижу, что и вы влюблены. И у вас еще впереди такое прям будущее прорисованное. Будущее, где и он, и вы. И вы вместе как будто бы цветы высаживаете. Ну, цветы — это и дети могут быть. И также это могут быть моменты радости, счастья, там, любовь, да, понимаете, все это будет развиваться. Мои хорошие, на этом у меня все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.